мы начинаем очередную нашу медитацию. Сегодня наша медитация – это работа с атмосферой. Мы знаем, что если 3 раза мы питаемся, мы в сутки почти, может быть, до 12 часов видим солнце. Но с воздухом мы постоянно в контакте. Каждые определенные секунды мы вдыхаем воздух и выдыхаем. Воздух необходим для обмена веществ. Кислород нужен для сгорания пищи в цикле Кребса. Для того, чтобы наш организм получил энергию в виде АТФ. Вода и СО2 лишние, они выдыхаются. Поэтому мы, когда вдыхаем кислорода много, выдыхаем его мало. Потому что оно используется для сгорания пищи в цикле Кребса. В древности наши предки, именно в книге Авеста Заратустра, было сказано, что мир состоит из 4 элементов. На таджикском это унсур. Это земля, вода, воздух и огонь. Физика тоже сегодня говорит, что 4 состояния вещества есть. Твердое, жидкое, газообразное и плазма. Основу медицины тоже это создали. Эти понятия от 4 первоэлементов. Например, медицина арийская основана на понятии о 4 первоэлементах, где они должны быть в состоянии уравновешены. Греки тоже взяли это понятие, и отец медицины Гиппократ сказал, что если материя состоит из 4 первоэлементов, а тело человека из чего состоит? Как понять эти 4 первоэлемента? Поэтому и выдвинул теорию о темпераменте. И мы сейчас постепенно входим в состояние особое, расслабляемся, чувствуем тяжесть земли, энергетику солнца. Понятие о темпераменте или о темпераментах. Это 4 первоэлемента в организме человека превращаются в 4 жидкости. Земля в черный желчь, вода в лимфу, воздух в кровь и огонь в желчь. Преобразование, трансформация этих первоэлементов способствует, что наш организм не состоит из чистого огня, или из чистой воды, или из воздуха, или земли. Оно немножко
усовершенствуются, и мы видим, что эти жидкости текут и определяют наш темперамент. Поэтому, если желчи много, то этот человек холерик. Если воздуха много или крови, это человек сангвиник. Если воды много, лимфа, это человек флегматик. Если черная желчь много, то это человек меланхолик. Они тоже в степенях. Холерик может быть легким холериком или тяжелым, неуравновешенным. Быстро конфликтуется, очень говорит быстро. Реакция у него очень быстрая. Белизна глаз немножко желтоватый. Если крови много, сангвиник, то подвижный, неуравновешенный. Много смеется. У него очень часто меняется настроение. Общается, громко говорит, двигается очень быстро. Если у человека много лимфы, человек флегмат. Он более уравновешенный, малоподвижный, склонный к тому, что организм его толстеет. Если черной желчи много, то этот человек много думает, худощавый, уравновешенный. И, конечно, как Грибоедов сказал, горе от ума. Он от того, что много думает, и его проблемы в его мыслях. Мы наблюдаем за своими мыслями, за состоянием тела, где расслабляется, где мы чувствуем гравитацию Земли, и через нас проходит светящий свет Солнца. Идею о 4 первоэлементах мы видим в исламе, где был создан свет Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. И он прошел через 7 рек, потом встретился с 4 первоэлементами. И Бог сказал Мухаммаду, что ты на земле проявляешься вот через эти вещества. Огонь, воздух, вода и земля. У Мухаммада предпочтение было отдано земле. Он с землей подружился. Мы знаем, что в религии есть индусские религии, например. Мы видим, что предпочтение отдали огню. В зороастризме мы видим, что предпочтение отдали воздуху. Мы видим, что некоторые народы севера предпочтение отдавали воде. Они своих умерших отправляли в сторону океанов и морей. Это если посмотреть научно, то это просто эволюционный подход в отношении к этим первоэлементам. Мы знаем, что значит, человеческое понятие, когда человек просто ничего не знал. Они считали, что, например, там, где лесов много, они считали, что есть лесной дух. Если гор много, то есть горный дух. Если морей много, то есть морской дух. Они считали, что есть какая-то некая сила, которая за ними следит. И они пытались строить отношения с этими силами. Поэтому иногда их называли Богом, иногда их называли по-другому.
просто уважали. Например, мы видим, что в Индии есть народ, который почитает коров. Потому что когда впервые люди приспособили коров к домашним условиям, они видели, что все дает, и молоко, и мясо, и все. И поэтому они считали, что они священные. И начали складывать какие-то легенды о них, что в загробном мире, может быть, они и точно так помогают. Потом было время, когда начали предпочтение отдавать солнцу, потом звездам. Мы видим, что потом, когда немножко люди начали шире думать, они начали строить отношения с душой и природой, с Богом. Монотеизм начал проявляться. То есть это просто расширение сознания человека, который дошел до основателя миров. И, конечно, любая религия на первых началах, она монотеистическая. Мы строим отношения с основателем жизни. Если посмотреть на себя, наше тело, сейчас оно расслаблено, мы чувствуем гравитацию Земли, втягивает всякую негативную энергетику, и оно заполняется чистой, приятной энергией от сердца Солнца. И мы, конечно, понимаем, что находимся в особом состоянии. Это состояние называется медитивный холод и сукут. Это мы. Это я. У меня есть сознание. Вот это сознание, оно общественное, социальное. Мы понимаем то, что вокруг нас, то, что мы видим, то, что мы чувствуем, понимаем. Но у нас есть другое сознание, подсознание. Вот это наше истинное сознание. Оно сознание как бы космическое, нас связывает с космосом. Так как у нас есть сознание, у нас есть миллиарды клеток, бесчисленное количество атомов, каких-то других частиц. Представьте, мы созданы из атомов. А космос тоже создан из атомов в виде Солнечной системы. Солнечная система – один атом космоса. И в космосе есть то же самое сознание. Вот он и есть Бог. Наши части тела не знают о существовании сознания. Что у нашего хозяина, например, есть сознание. Они просто выполняют свою работу. Мы смотрим на людей, в частности на себя, видим, что на самом деле мы выполняем ту работу, которую нам говорят, или нас убедили в этом. Мы радуемся, смеемся, мы работаем, мы спим, мы чувствуем, мы наслаждаемся, мы страдаем, но никто не знает, что когда-нибудь все это закончится. Поэтому сознательно люди, которые живут, они об этом знают, они каждый раз начинают работать над собой, чтобы соединиться с природой, чтобы понять природу, чтобы ощущать, чтобы чувствовать. И, конечно, тут есть закон о том, что ничего не исчезает, просто переходит из одной формы в другую, как сказал Ломоносов. А мы тоже трансформируемся в другие миры, в другой вид.
пока мы на Земле, мы должны выполнять свою земную миссию. Мы сегодня работаем с атмосферой. Атмосфера – это сила. На нас давит, и наши внутренние органы находятся внутри нас. То есть человек будет в космосе без скафандра. Все его органы будут выходить наружу, потому что там другое атмосферное давление, или его почти нету по нашим законам. Поэтому мы благодарны воздуху за то, что нас держит, за то, что на нас влияет. И наша легкость нашего тела от нашего вдыхаемого воздуха. Люди легкие, если у них воздуха достаточно. Если воды много, люди тяжелые. Если земли много, то же самое. Если огня, то этот человек постоянно с повышенным обменом веществ ходит. Поэтому мы вдыхаем воздух и впервые начинаем осознанно вдыхать воздух. Мы чувствуем, как вдыхаем этот воздух и выдыхаем. Мы просто думаем, что мы вдохнули глоток воздуха и выдохнули. Когда мы вдыхаем воздух, за какие-то доли секунды идут 500 тысяч химических реакций. Время там по-другому. А мы просто знаем, что мы вдыхаем и выдыхаем. Мы знаем, что этот воздух нам необходим, как воздух. Но правильное дыхание всегда приводит к нормализации обмена веществ. Не будут необработанные вещества, которые потом накапливаются, потом в виде бляшек проявляются, в виде камушек, в виде других ненужных веществ, которые в нашем организме накапливаются. Поэтому есть месяц Рамадан для очищения нашего организма. Или в психотерапии есть разгрузочно-диетическая терапия или голодотерапия. Но когда человек начинает правильно использовать свое дыхание, дышать правильно, то не будут необработанные материалы в нашем организме, и они не будут накапливаться. И шлаки у нас не будут, потому что воздух достаточно идет. Для примера мы возьмем печку. Если достаточно воздуха, то все сгорает до пепла. То же самое у нас. Чайник, который мы используем, оно полностью сгорит, и обмен веществ будет на необходимом уровне, где организм будет держать себя на здравии. Вдыхаем и выдыхаем. Мы вдыхаем воздух и выдыхаем. Наше тело с каждым дыханием становится легким и с каждым выдохом очищается. Теперь мы сознательно начнем направлять силу дыхания в сторону наших частей тела. Вдыхаем воздух и выдыхаем, и мысленно представим, что мы силу воздуха направляем в сторону правой руки. Вдыхаем воздух, очередную порцию. Направляем его в сторону левой руки.
Мы чувствуем, как очищаются каналы, меридианы, так как на руке находится мощная энергетика. Это благодать. То же самое делаем с ногой. Вдыхаем и выдыхаем и направляем мысленно силу выдоха или воздуха в сторону правой ноги. То же самое делаем с левой ногой. На ногах есть сила устойчивости. Человек устойчив в своих идеях, мыслях, намерениях. То же самое делаем с животом. Таджики очень хорошо говорят. Когда люди болеют, они начинают поднимать пупок. Они не пупка поднимают, а вот энергетическое поле, которое находится на животе. Новпардоштан называется. Оно связано с поджелудочной железой. Вся работа кишечника зависит от сока поджелудочной железы, работа всего организма, его энергетический баланс от инсулина. Поэтому частые стрессы приводят к искажению, к сдавлению энергетической чакры живота. И мы постепенно поднимаем и чувствуем, что сила воздуха как бы выталкивает, приводит в состояние нормализации чакры живота. То же самое делаем со спиной, с поясницей, с позвоночником, телом. И усиливается поток гравитационной силы, идущей от нашего организма в сторону Земли. То же самое делаем с головой, шеей, горлом, сердцем. Тоже иногда энергетическая чакра сердца тоже под воздействием каких-то сил, агрессивных сил, тоже искажается. Таджики называют мардоштан дел поднятие сердца. И наши старики об этом знали. Наши целители об этом знали. Перед тем, как человек телом заболеет, и то есть соматика начнет болеть, у него будут изменения в энергетическом теле. То есть понятие медицинской психики. Поэтому человек ощущает какие-то боли в области сердца, но когда проверяет, у него все в порядке. В центре нашего организма находится в головном мозге. Поэтому мысли и эмоции на них очень сильно влияют. Мы к этому последующим упражнениям придем. Когда мы вдыхаем каждый раз сейчас и выдыхаем, наше тело становится легким и легким. Мы теряем ощущение гравитации Земли. Какие другие силы, мы просто как будто испаряемся. Наше тело легкое, организм в состоянии покоя. И в это состояние мы выходим в естественное состояние. Мир добр, люди добры.
то же самое по отношению к окружающим. Добрее. Мы знаем, что все будет хорошо. Дай Бог. Открываем глаза.